Всякая власть от Бога. Бог дает именно таких людей, которые нужны вот в этот определенный момент. Поэтому Муртаза Губайдулович стал во главе нашей республики тогда, когда распался Советский Союз, тогда, когда вообще практически не было никакой экономики. Поэтому ему был дан отрезок президентства именно в то время, когда нужно было республику с колен поднимать на эту высоту. Затерянная среди гор и дремучих лесов деревня Талпарово Гафурийского района. Жители этой глубинки стали пользоваться благами цивилизации только в конце 90-х годов. За короткое время здесь появились электричество, радио, телефон, телевизор, были построены новая школа, современный мост через реку Зилим. По хорошей дороге теперь можно доехать до районного центра за 1 час. Раньше люди преодолевали этот путь за 2 дня. Жители Талпарова хотят назвать свою главную улицу именем Муртазы Рахимова. Мы не видели света, дороги не было, школы не было. Впервые в такую непогоду, в такую слякоть, в такую бездорожье он сам приезжал, наш отдаленный Талпар. Спасибо, Муртаза Губайдулович, вам. Для нас, для талпарцев, вы и царь, и бог. Мост нам, дорогу, школу построили, цветы, да. Шунан айтыр керек, бүгінгі күнде Талпар ауылы сынапта матур тұрмышта яшай. Her bir yurtta birer ikişer maşina var бүгінгі күнде. Ошо Үзәк урамга без Муртаза Губайдулловның исемен беребез деп мен уйлайм. Ул бик нык безгә ярдәм итте. Йонсы бәсәт гайны гелек. Юл булды, мәктәп булды, күпер бар, күпердән тагын гайны гелек. Ага, шуны гайны. Теге яз бер күпер халаты гайны, көз бер күпер халаты гайны, машина тагын гайны. Сынапта тормыш 1997 елда ныклап үзгәрде. 97 елда не өчен әйтәм, чөнки онда Талпар авылында югары вольтлы электр уты үткәрелде. Шуңашларга кадәр шәмбәрен яшәп килдек. Ул вакытта бик авыр булды инде, сибит булмагас, биларам та булмана. Менә әле үгентә авыл халкына лайбет менә һәр бере историк менә була, историклар без биларам бултырдылар. Аты элеккардан Жигазина барып без торган килә торган 40 километр арамынан трактор менән. Хәзерге вакытта менә үдебең авылда биларамы. Что для нас Муртаза Губайдулович, я считаю, это для меня практически очень много. Мы с Муртазой Губайдуловичем друзья по жизни. Руку об руку нам приходилось пройти первым президентом Республики Башкортостан, многоуважаемым Муртазой Губайдуловичем. Многие ли сегодня помнят те лихие 90-е годы? Это было очень непростое время для нашей великой отчизны, время политических авантюр, социальных экспериментов и тотального демонтажа всех государственных институтов. Это были драматические этапы становления России и суверенных республик. И само время востребовало лидера, который смог бы выстоять перед такими испытаниями и повести республику на новом витке истории. Судьбоносные 90-е годы для всей нашей страны, ее народов. Я считаю, что повезло Республике Башкортостан, ее многонациональному народу, башкирскому народу, что у руля в это смутное время оказался Муртаза Губайдуллович Рахимов. Человек с твердым характером, огромным жизненным опытом, опыт работы с людьми, знание производства, знание людей, знание родной республики. Я считаю, что он удержал республику в то время, когда все разрушалось. Понимаете, вот в угаре того, что долой все, что было,
Вот, и давай новое, а новое не получилось, и не знали, да и не так-то просто новое создается. Он все-таки удержал, он и двигался вперед, и в то же время он сохранял и потенциал, и структуры, которые работали. Я думаю, это вот большое дело. Вот такая политическая мудрость, я сказал бы, была. Политическая мудрость. Не каждый руководитель такой мудрый. Некоторые шашки наголо, давай рубить, а потом кинулся, он ничего не сделал. Загубил все. Чтобы сохранить потенциал республики, тогда республика славилась крупным потенциалом того времени. И надо было Верховный Совет Республики избрать настоящего хозяйственного, имеющего огромный опыт и знания не только дела, а уважающих людей любой категории, знающих жизнь и имеющих огромный авторитет не только среди своего коллектива и его подразделений, но и в Москве. Таким человеком для нас был Муртаза Губайдулович. В этот период промышленные предприятия республики занимались и сельским хозяйством. У больших промышленных предприятий были подсобные хозяйства. Муртаза Губайдулович проявил государственный подход к этому вопросу. Уляем күзге сүйізі, өз фикірлерін сағырман деп. Менің де айта күлер көп. Millet mesela, milli mesela, ekoloji mesela, и Kırgın karşı mümkün de halkın tamağını tüydürü mesela büyük zor mühim bulup durar. Он имел на заводе свиноферму, он имел шефство над районом. Когда разработана была продовольственная программа того периода, допустим, по гусеводству, а гусей-то в республике нет, надо развивать. На свои деньги завода из Венгрии самолетом привезли гусей. И с этого периода началось развитие гусеводства племенного. Также было и по коневодству, тоже так же было по свиноводству, благодаря его поддержке и помощи. Мы уговорили его, чтобы он дал согласие. Пока он не дал согласия, мы не уходили из его кабинета. Это было в 3 часа ночи. Долго, много уговаривали. И сам я сейчас тоже удивляюсь, как я согласился. И вот, тем более, я никогда в партийных органах не работал, в советских органах не работал. Я чистый производственник. Я все думал, что я не сумею работать, потому что у меня отношение к этому делу совсем другое. Производственник есть производственник. А партийный работник, советский работник органа совершенно другого уклада. Так что уговоры долго были. Ну, до 3 часов ночи не уговаривали, но так в целом всегда уговаривали. Тем более у меня хорошие связи были со всеми предприятиями, общественностью. Ну, в целом с Башкирией, учитывая, что я, как бы сложно, тяжело не было, много помогал и колхозам, и совхозам в обеспечении нефтепродуктами. Тем более начали мы заниматься сельхозпредприятиями. У нас свой колхоз был в Илишевском районе. Так что многие знали, что я занимаюсь и сельским хозяйством. Все уговаривали, ну что там сложно, ничего сложного нет, давай. Так что я считаю, что я думаю, что случайно попал я на эту должность. На переломе эпох Башкортостан напоминал кипящий котел, готовый вот-вот взорваться. Пустые магазины, митинги, к тому же еще и фенольная эпопея и националистические настроения. Вот в таком состоянии принял регион будущий президент, который смог направить энергию Башкортостана в созидательное русло. Людей было много, претендующих на эту должность. Но учитывая его именно квалификацию как руководителя крупного производства, способного управлять экономикой такой крупной республики, субъекта Российской Федерации, как Башкортостан, нужен был именно такой человек. Я знаю Муртазу Рахимова давно, еще по тем годам, когда кончался, к сожалению, Советский Союз, и когда начиналось строительство нового российского самостоятельного государства. В советские времена он был членом Верховного Совета, Совета Союза, который я руководил одно время. До этого
он был и депутатом Народного собрания. Было нелегко тогда работать в последние годы существования Советского Союза. Руководить республикой после одной экономической системы и одного уклада перейти к другой, и в это время возглавить республику, это же тяжелейший случай, перейти на рыночную экономику, когда еще опыта не было, и финансов не было, ни на местах, ни в центре. Это сегодня хорошо, когда там есть золотовалютные резервы государства, там цена на нефть приличная, когда для таких республик, как Башкортостан, очень важно иметь какая цена, тем более переработка большая. И если бы такие цены были, когда был Муртаза Габайдулович из многих отличался тем, что он был производственник. Он знал, как делать, что делать, заводом командовал крупным и знал все технологии производства. Поэтому он и республикой командовал как производством. Я вспоминаю, как мы приехали на завод имени 22-го партсъезда. Тогда директора не было, и нас принимал главный инженер. Значит, это оказался Рахимов Муртаза Губайдулович. Высокий, красивый, статный такой. Значит, ну, он нас повел вначале к себе в кабинет, даже не в кабинет, а комната переговоров. Рассказал о схеме производства, о цехах. Потом повел на эти производства. И ему задавали вопрос, он быстро все отвечал. Это так вообще увлекло нас, что в последующем, когда мы уже сели за стол переговоров конкретно о продукции с этого предприятия, вы знаете, он не только говорил о нефтепереработке, а очень значимо говорил и о химической промышленности. Вот наш министр, он химик-технолог, Листов Владимир Владимирович, но он был удивлен, что такой инженер, который отвечает за технологию нефтепереработки, так глубоко знает еще и химическую промышленность, и систему переработки этого сырья, которое мы получаем. И уже после, когда мы ушли, были на других заводах, он долго говорил: слушай, какой грамотный специалист. Но потом нам сказали, что Муртаза Губайдулович Рахимов прошел все стадии химического производства. От мастера, оператора, начальника цеха, начальника производства. И дошел до главного технолога. Поэтому он глубоко все знал, и не было вопросов. Это не случайный выбор. Руководить многонациональной республикой, когда страна в результате децентрализации власти рушилась по частям, было руководить неимоверно трудно и тяжело. Но Муртаза Губайдулович смог выправить в этих условиях положение с экономикой республики. Муртаза Губайдулович возглавил Башкирию в самое трудное и тревожное время. Сегодня с уверенностью можно сказать, что в так называемые лихие 90-е годы нам удалось сдержать в Башкортостане 9-й вал преступности, во многом благодаря той всемирной помощи и поддержке, которую всегда оказывала башкирской милиции, руководство республики и лично ее первый президент. Республика выжила и сохранила весь свой потенциал. Заслуга именно его. Я отдаю, что это именно его заслуга. Первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин сказал: мы говорим башкирскому народу, народам Башкирии, мы говорим Верховному Совету, правительству Башкирии: вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. 11 октября 1990 года Верховный Совет Башкирской АССР, сознавая историческую ответственность за судьбу многонационального народа республики, принял декларацию о государственном суверенитете. Таким образом, товарищи, декларация о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики Верховным Советом принимается. Такие явления в истории любого народа, это вдруг не возникает.
народ осознал свою значимость, что у него получается. А что такое? Принять декларацию о государственном суверенитете, это же заявить о своих правах было. Мы же заявляли о своих правах. Ведь Российская Федерация сама заявила о своих правах перед СССР. Все же были бесправны, включая и союзные республики. У них несколько больше прав, а у нас у автономных республик, ну, по сути дела, практически не было прав. И вот выстраивать и суметь в созидательное русло направлять эту энергию, пробудившуюся, это было очень и очень непросто. Но это Муртаза Губайдуловичу удалось. Вот что напишет о нем известный русский писатель Валентин Распутин несколько лет спустя. Муртаза Рахимов – государственник и патриот, человек независимого и глубокого ума, в самые тяжелые годы спасший республику от разрушения и нищеты и никогда не спекулировавший на национальном вопросе. Тогда под предлогом перестройки, гласности, ускорения развивались все политические процессы. По решению Политбюро ЦК меня, как молодого секретаря ЦК, послали в Башкирию провести областную партийную конференцию. Возникали многие выплески некоторых демократических слоев. Тогда конференция даже сама кололась на татар, башкир, русских. И каждый старался где-то подчеркнуть особость свою. Была острая дискуссия, как построить федерацию, на какой основе. И тогда был заключен федеративный договор. Я прекрасно помню, я был участником этого подписания. Все собрались, все главы республик в Кремлевском зале. Но нет Бориса Николаевича Ельцина и нет двух президентов республик Татарстана и Башкортостана. В это время у них была упорная дискуссия перед подписанием. Регионов Башкортостан и Татарстан настаивали на суверенитете. Не только политическом суверенитете, но и экономическом суверенитете. Муртаза Губайдулович принес формулу, текст договора с Башкортостаном с приложением, с отдельным приложением. Да, мы в том формате подписываем Башкирия, Башкортостан подписывает федеративный договор, но с приложением, с оговоркой именно по тем вопросам, которые мы считали возможным, так сказать, взять на себя полные полномочия. Поэтому весьма было важно верно выстроить конструктивные, адекватные, ровные отношения с федеральным центром, не ущемляя интереса ни центра, ни республики и ее народов. И все это блестяще удалось Муртазе Губайдулловичу и его команде. Башкортостан республикасының көп милләтле торжественно клянусь верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан, добросовестно выполнять возложенные на меня народом обязанности президента Республики Башкортостан. Почти 20 лет у руля самой большой республики Российской Федерации. В эти эволюционно-революционные годы, как и всем нам, легко ему не приходилось. Я должен сказать, года перестройки уже и диктата, и интеллигенции, и настроения самого населения, суметь вести этот корабль Башкортостана в штормовом море перестроечных лет надлежащим курсом и обеспечить мир и спокойствие и создание надлежащих условий для дальнейшего развития. Как бы ни относились к нашей деятельности в те годы, я считаю, что Муртазе Губайдулловичу и нам это удалось.
Опираясь на этого человека, республика получила, во-первых, свою политическую значимость в стране. У руководителя того периода хватило мудрости взять столько, сколько смогли поднять. И ничего не потеряли. Где бы я ни начинал разговор, любой губернатор, с кем начинаешь разговор, начинается с того, что вот Рахимову-то привет надо передать. И они воспринимали всегда Башкирию и воспринимают Башкирию через Рахимова. Я его всегда поддерживаю. Здоровья ему, успехов. Поздравляем! Здоровья ему и его близким. Мы тесно общались на Совете глав республик, такой был тогда институт при Ельцине, и в Совете Федерации. Муртаза Губайдулович, конечно, Шамиль, вот полностью отдавал себя в защите интересов республики. Я видел, как они любят свои республики и свой народ. Это во всем выражалось. Это выражалось в их отстаивании своих интересов, вернее, республики, по всем позициям, и в экономической, и в политической, и в социальной. С Муртазой Губайдуловичем 10 лет сидел в Совете Федерации, вот так мы рядом сидели. И я прям дышал с ним одним воздухом и видел, как мы обсуждали, мы рядом сидели, обсуждали. И он мне рассказал, какие проблемы перед республикой, как он решает. Друг без друга отстаивать те принципиальные позиции, она была бы практически невозможна. Да и считаю, что было бы невозможно. В эти судьбоносные годы нам удалось увидеть президента Российской Федерации, прежде всего Бориса Николаевича Ельцина, позже уже и Владимира Владимировича Путина, что и бороться за это. Это ведь не раз сели за стол и переговоров все как бы решалось. Нет. Сделать именно или поставить Российскую Федерацию на путь демократического развития как формы федеративного государственного устройства. Не было бы этих усилий, и, я думаю, что так же думает и Муртаза Губайдулович, наших усилий, прежде всего, наших республик братских. Ведь желающих, и сейчас еще многие политики в Российской Федерации больны тем, чтобы Россия оставалась унитарным государством. При этом почему-то не понимая или недооценивая, что если Россия стремится развиваться демократическим путем, быть приобщен целиком и полностью к цивилизованному миру, не может иного пути развития, иной формы государственного устройства, как Российской Федерации. Для меня Муртаза Губайдулович и уже на всю жизнь это история. То есть я соприкасался с историей Башкортостана. Я встречался, дружил с первым президентом Башкортостана, с Муртазой Губайдуловичем. Это сегодня некоторые не понимают, что это история, великая история. В 1992 году, когда перестал существовать Советский Союз, появилось независимое российское государство, вот нового облика и нового типа. И когда появились уже субъекты федерации, имея возможность строить свой суверенитет, вот такие люди, как Муртаза Губайдулович, заложили основу этой государственности. Фундамент. Когда строишь дом, главное построить правильно фундамент. И модно было в 92-х годах, в начале, там лозунги политические, там, национальные, а он поднимал экономику. Я помню, много раз как-то хотел ему звонить с республики, набираешь телефон в приемную, говорит, а он на выезде. Потом приходилось через Александра Работяева, начальника охраны, его ловить. Я говорю, Муртаза, я молодой. А вы-то, его утром в 7 утра, он уже на машине носится по всей этой большой республике. Он не сидел никогда. В 7 утра на машину, и они там 1000 километров накручивали. И во всех районах. Все знает, где в каком совхозе, где в каком этом и так далее. По всем своим качествам это был как раз тот человек в то время и в том месте.
жители всего Белокотайского района очень рады тому, что у нас имеется вот такой красивый, большой, шикарный дворец культуры, который для нас сделал, будучи президентом Башкортостана, Муртаза Губайдулович Рахимов. И он является поистине народным президентом республики. Ведь каждый раз, приезжая к нам в район, в наше село, он с удовольствием общается со всеми жителями, с детьми, с нами, с участниками коллективов. В нашем районе проходит конкурс русской песни и частушки. И благодаря Муртазе Губайдуловичу он приобрел статус межрегиональный. И нас знают не только в районе, не только в республике, но и за ее пределами. И Муртаза Губайдулович сам не раз бывал на нашем празднике. И вот его присутствие, его поддержка всегда очень радует нас, участников художественной самодеятельности. В нашем районе было очень много построено школы, это и клубы, клуб в Емышах, вот дворец культуры, школа в Нагушах. Ну и, конечно же, в нашем районе был проведен газ. Это тепло, чисто. Изгелек ерде ятып калмай. Бер вакытта һезнең изгелегегез онытмас. Бар булыгыз. Без һезне хөрмәтләйбез, районда көтеп калабыз. По сей день Муртаза Губайдулович оказывает нам помощь. Вот эти костюмы, которые вы сейчас видите, они приобретены на деньги благотворительного фонда «Урал». В этом году мы их шили. Мы знаем, что в этом году Муртаза Губайдулович празднует свой юбилей. И мы не можем не поздравить его и не спеть для него. Муртаза Губайдулович, дорогой, мы от всего сердца поздравляем вас. Мы желаем вам здоровья и благоденствия еще на много-много лет. Нам не хватает ваших добрых глаз. Мы вам очень благодарны. Мы вас все любим. И надеемся на одну из встреч на празднике русской песни и частушки. Историкам еще предстоит исследовать роль и место региональных лидеров во времена реформации российского государства. Тем не менее, достаточно очевидно, что именно позиция президентов, глав республик, губернаторов во многом определяла решения федеральных властей, в том числе и по судьбоносным вопросам. Тогда Совет Федерации, который я возглавлял, состоял из губернаторов, президентов и председателей законодательных собраний. Это люди, после разрушения великой страны Советский Союз, собрались в этом зале и понимали, что если еще раз мы начнем раздвигать границы и тем более ударим по струнам национализма, мы потеряем страну. И это чувство стояло в центре нашего внимания. И уже тогда мы работали на объединение. Что я особенно ценю, это порядочность. В высочайшей степени порядочный человек. Видел, с каким уважением к нему народ относился. Они слушали его, они слышали его и слушали его. Дорогой Муртаза Губайдулович, я очень хорошо помню, как мы вместе решали проблемы, сложные проблемы сельского хозяйства. И ты, промышленник, нефтяник, ты грудью вставал на защиту земли, родной земли. Тебе удалось в те сложные 90-е годы, как сейчас говорят, лихие, не уронить потенциал республики. При всех существовавших противоречиях в отношениях с федеральным центром, нередко достаточно острых, при всех перипетиях борьбы за права Башкортостана, Муртаза Рахимов никогда не ставил вопроса об абсолютизации государственного суверенитета, о возможности выхода из состава российского государства. Подписав вот это соглашение, подписав межгосударственное соглашение, мы создадим подлинную федеративную Республику России, укрепим только его. Кто-то, если и захочет, ну пусть уходит, а Республика Башкортостан останется в составе России.
кстати. Обновленная Россия. Да, обновленная Россия. Федеративная Россия. Нас объединяет великая Россия только потому, что мы все вместе стремились, как сделать ее лучше. Не как разрушить, а как создать. В этом вы непосредственно, Муртаза Губайдулович, сыграли огромную роль. Как бы кто ни говорил, а мудрость, она отслеживается годами. Этот договор сыграл очень огромную роль для развития экономики нашей республики. Вот я несколько примеров приведу. В эти годы в строительстве жилья наша республика занимала лидирующее положение. Очень лидирующее положение. Мы ежегодно более 1,5 миллиона квадратных метров жилья, настоящего нового жилья вводили. Я еще повторяю, настоящего нового жилья возводили. В эти годы мы очень много сделали дорог. И я считаю, очень революционным результатом договора является газификация нашей республики вообще. И ежегодно начали газифицировать 40-50 тысяч домов в республике. Ежегодно. Мы особые условия по платежам бюджета России имели, особые условия по налогам. 20-25% собранных налогов мы отчисляли только в центр. Благодаря чего, вот я говорю, жилищное строительство у нас продвинулось здорово, дорожное строительство, газификация. Ведь у власти пробыть столько лет, это надо иметь авторитет. Вот к нему приходишь как к первому президенту. Он мог принять любого, от министра, заместителя, начальника главного управления. Но первое дело всегда встречает с улыбкой. Вот у него душа такая теплая, энергетика. К чести сказать, Муртаза Губайдулович, может быть, за счет того авторитета, который он имел и в Российской Федерации, и у истоков, собственно, стоял образование вот и республики, и республиканское законодательство, и в том числе и союзный, насколько я знаю, договор, то, что был подписан, его там виза стояла вместе с Ментимир Шариповичем. Ну, такие люди, они, как сказать, ну, это история, это может быть, даже где-то для нашей республики, это может быть даже эпоха. Нормальный хозяин не станет ломать старый дом, пока не построит новый. Эти простые, но мудрые слова Муртазы Рахимова, сказанные относительно преобразований, говорят сами за себя. Именно так, не взяв под козырек, он поступил и тогда, когда был издан печально знаменитый указ Ельцина о распуске колхозов и совхозов. Республика тогда выбрала свой путь. Судьба деревни была неопределенности. Он изъявил желание, давайте мы поедем в районе. Поговорили с рядовыми колхозниками в присутствии председателей колхозов, директоров совхозов. Потом по приезду в Уфу Муртаза Губайдулович решил советоваться с Борисом Николаевичем. Конечно, с Ельциным легче было разговаривать. Все же он производственник, прошел большую школу и хозяйственную. И когда издали указ о реформе колхозов и совхозов, мы это у себя приостановили. Правда, были и противники, почему вы против президента Российской Федерации. Об этом узнали у администрации президента, он меня сразу пригласил. Ну, обычный разговор был, нормальный, но единственное спросил: Муртаза, ты что против меня выступаешь? Я говорю, не против выступаю. Борис Николаевич, нельзя сегодня колхозы, совхозы, нельзя в один день все это разрушать. Давай постепенно будем реформировать. Ну тогда, говорит, ты уж никому не говори, давай свою работу продолжай. Вот такой разговор был. У нас с ним очень хорошие отношения были. Но любой вопрос можно было быстро решать Борисом Николаевичем. Точно так же очень легко было решать вопросы вот, с Владимиром Владимировичем Путиным. Если бы он безразлично бы относился к этому, он бы выполнил постановление, как в других местах. Этим он сохранил и производство, и село, и самое главное, кадры. Муртаза Губайдулович всегда поддерживал село. Как выходец из села, он внимательно относился к нуждам сельчан. Те годы полностью обеспечивали себя продукцией сельского хозяйства. Это хлебопродуктами, молочными, мясными, они не из привозного сырья, а из собственного сырья. В это время сельское хозяйство работало достаточно уверенно, все люди были заняты, земля обрабатывалась. Вот
какую он большую помощь оказал селу нашей республики. Он вообще государственный человек. Он думал только о государстве, о своей республике. И я бы сказал, знаете, он державный. Вот есть такое слово. Он державный человек. Вот вся его душа пропитана тем, чтобы вот в республике, в державе было бы хорошо. И было бы хорошо народу. Главным результатом, я считаю, главной победой, я считаю, Муртаза Губайдуловича за эти годы работы, это рост национального самосознания башкирского народа. Народ правильнее сделал выбор, что Муртаза Губайдулович в истории братского башкирского народа первый президент. Вот столько людей собрались поздравить вас и поблагодарить. Из всех сфер деятельности нашего города столько благих дел вами сделано. В 2003 году вы открыли вот этот спортзал, в котором мы сейчас находимся. Летнее время, одной из поездок, совместных поездок с президентом, а я генеральный директор Башкирэнерго, я предложил президенту заехать в Асы. А он говорит, а что там такое? Там, я говорю, минеральные источники. Давай заедем. Он тут же заинтересовался и говорит, заедем. Неужели здесь можно лечить людей? Муртаза Губайдулович заинтересовался еще больше и подошел и начал расспрашивать людей. Он меня перевел себя первым замом правительства и начал говорить мне, ну что ж, помнишь, ты говорил про Асы? Давай готовь указ, будем строить там санаторий. Это действительно правда, и так я подготовил указ. Он подписал с удовольствием, да, здесь должны лечиться люди, хороший санаторий должен быть. И вот с этого благословения там действительно родился очень хороший санаторий. Сейчас все только благодарят. Место, конечно, очень выбрано интересно. Среди гор, среди елок. Очень нравится. Спасибо тем, кто построил, кто старался. Отлично. Нам этот санаторий посоветовали друзья, которые приезжают сюда на протяжении 5 лет. Все очень нравится, природа красивая. Архитектура, природа великолепная. Очень нравится. Прям как будто мы во сне. Мне довелось Муртаза Губайдуловичем работать почти 10 лет бок о бок. После дефолта действительно кругом разруха, нет заработной платы. Нет пенсий, нет детских пособий. В это время действительно вот это профессиональное правительство заработало под его руководством так хорошо. Невиденный размах строительства, восстановление всех производств промышленных. Это его заслуга. Мы взялись за Пылеев, которые долгое время не могли продолжить строительство. Решение о строительстве этого завода было принято мной, как председателем Совета министров СССР. И у нас была договоренность с англичанами, с Тэтчер. В это время разрушается Советский Союз, стройка практически останавливается, оборудование лежит на складах. Этот гигантский комплекс, он появился и был закончен благодаря только, конечно, ему. Я знаю, что республика большие деньги туда укладывала. И значит, если бы он не формально подошел бы к этому делу, мол,
это федеральная стройка, вы строите, а мы будем ждать. То, может, еще до сих пор бы там все это валялось. Мы организовали производство автобусов на Нефтекамском заводе автосамосвалов. Построили стеклотарное производство. Первая очередь, вторая очередь. То есть все держалось под контролем. Выпуск троллейбусов в Уфимском заводе. Можно много перечислить. Вот то, что мы здесь сидим, трансформаторный завод, вот облицовочных плит завод. И это все именно под его руководством и под его контролем. Он умел контролировать, заставлять всех нас работать. Сколько сотни школ, сотни километров автомобильных дорог мы построили, физкультурно-оздоровительных комплексов. В каждом районе мы построили дворцы культуры. И даже в крупных населенных пунктах, и так можно перечислить их очень много. Все это благодаря тому, что он умел действительно подбирать кадры, профессиональные кадры, и они могли работать достойно. Та башкирская школа, она дает свои плоды, и сегодня вот то, что собрали стройки Олимпиады в таких масштабах, большая доля участия ребят, которые получили опыт работы в Башкирии. Ведь то, что прошли при подготовке 450-летия, то, что в Башкирии построили там за 1,5–2 года, такие объемы, такие масштабные проекты, повторить в будущем будет, не так просто. Я республику хорошо знаю. Мы с Мурзагалышем очень много перемещались. Бывало по 1200, по 1500 километров в день проезжали, и при этом все шло всегда по графику. Если вот вспоминаем сегодня федеральную дорогу вокруг Уфы, да, если кто там много ездил, особенно в районе Демы, там все время были заторы. И тогда была достигнута договоренность с министром транспорта, и был подписан Рахимовым протокол о том, что эта дорога должна дойти до Иглинского перекрестка. Это, на всякий случай, 42 километра. И за 1,5 года были построены первые 12 километров этой дороги. 3 полосы, 3 обратно, это первая категория. В общем, за короткое время было все это построено. А если коснуться этого моста через Кузнецовский затон, фантастический случай, когда пришли и говорим, вот тут должен быть мост. Мурза говорит, давайте, дайте трассировку, я согласую. И, в общем-то, за 1,5 года пустили первые 3 нитки. Если вспоминать наши мосты, я уже не говорю про долгострои мосты, да, на все мосты всегда уходило до 3 лет. А этот мост построили за 1,5 года. Объекты здравоохранения. Мурзагалыш подъехал и говорит, вот этот корпус нужно поменять. На улице Кирова, республиканской больницы. 6-этажный корпус был разобран за 3 дня и вывезен, и новый корпус заработал там считанные дни. Когда начинали строить Конгресс-холл, президент приехал и говорит, вот здесь можно привязать, давайте построим. Ну и получился великолепный парк. То, что сделали за последние 20 лет в Башкирии, это большой рывок, достойное развитие. Поздравляю с днем рождения, Муртаза Губайдулович. Вот, здоровья вам, конечно же, ну и спасибо за дела, за ваши, за то, что оставили, построили такие вещи, что где можно теперь отдыхать, дети гуляют, взрослые гуляют. Большое спасибо. Поздравляем с днем рождения. Поздравляем с днем рождения. Одной из главных черт нашего первого президента республики является компетентность, действительно знание всех сторон жизни в республике. Это человек дела, который мог выслушать, вникнуть, принять решение и обязательно добиться его выполнения. Поэтому в те годы у нас и дела в республике шли успешно. Родина начинается там, где я родился, где родители, где могилы предков, где начинала, скажем, жизнь в этом обществе, где начал учиться. Конечно, вспоминаешь первые годы учебы, школа, тем более учебу нам пришлось в период Великой Отечественной войны. Учились, карандаша нет, ручки нет, тетради нет. Могу даже одну вещь сказать, что
Мы ждали день похорон Ленина, нам в колхоз лапшой кормил. И такие моменты были. В 4 года жили в землянке, в таких тяжелых условиях. И в этой ситуации, конечно, очень тяжело было матери, которая воспитывала в тяжелых условиях. Тем не менее, как бы тяжелой жизни не было, как бы что бы ни было, все равно Родина есть Родина. Там, где я родился, все равно вспоминаешь. Даже вот мне скоро 80 лет, я все равно не забываю Родину, стараюсь, чем могу помочь. И для меня, конечно, безусловно, Родина – это и Башкортостан. Основа характера Муртазы Рахимова, как фундамент крепкого дома, заложена в его родной деревне. Здесь с молоком матери впитаны все те нравственные качества, которые присущи человеку-созидателю. Совесть и совестливость, простота в общении, уважение к людям старшего поколения. Ауылыбыздың ғұрурлығы, ауылдың ғана түгіл бітер республиканы ол алға ебәрүсе. Россия кемелінде ең алға кеткен региондардың бірі яһатусы Муртаза Габайдулла ауылы. Ябай ғайланан сыққан, эшсән ғайланан. Нейсін дегенде, оның атағыла хөкүмәткә электән матур итеп эшләгән Габайдулла бабайды беләбез. Менә мин килен булып төшкән вакытта ул бабай бар иде әле. Муртаза Габайдулла шул тиклем тырыш кеше, йөреп укыган, башка авылларга белемне үзе алган һәм республика кимәлендә нык зур үскән беренче президентыбыз. В деревне созданы все условия для работы и для отдыха. У нас в деревне есть прекрасный спортивно-оздоровительный комплекс со всеми условиями, с бассейном, с хоккейной площадкой. С детьми по выходным идем все вместе дружно отдыхать в спортивный комплекс. У нас фонд Урала построил нам такой красивый бассейн со всеми условиями. Мы во время дойки вот так вот договариваемся, собираемся, девчата, и идем купаться. Вот у Муртазы Габайдулловича огромная любовь к своей родине. Мы у него брали пример. Действительно, он особенно сельским жителям. Мы выходцы из села, поэтому мы больше любим село. Он каждую неделю, через 2-3 дня ездил по ним, по всем населенным пунктам, интересовался их жизнью. Hürmetli Murtaza Gabaidullaga bola sağlığı, yaş sağlığı, avukatlarımızı iki ağızlarının için bağlama bulup bağlama. Мудрость у Муртазы Габайдулловича, я сказал, вот у него есть мудрость от земли. Удивительное умение уважать простых людей, понимание простых людей, умение общаться с простыми людьми по-простому. Вот сумел он как-то за короткое время сплотить депутатский корпус, всю республику вокруг себя.
За многолетнюю плодотворную деятельность он отмечен очень высокими правительственными наградами Российской Федерации. Республика Башкортостан по сравнению с другими регионами Российской Федерации развивалась за годы его руководства весьма динамично, стабильно, сохраняя атмосферу и стабильности, и устойчивости. Она оставалась, республика, в числе немногочисленных субъектов доноров. Будучи регионом-донором, республика полностью выполняет свои обязательства перед федеральным бюджетом. Благодаря правильной политике руководства республики Башкортостан может быть примером конфессионального согласия, межнационального мира и благополучия. Муртаза Губайдулович, безусловно, политик федерального масштаба, с мнением которого считаются в самых высоких кабинетах. Поверьте, я об этом знаю. Так же, как я знаю, как настойчиво и убедительно, невзирая на личности, он отстаивает интересы республики в Москве. И при этом для него самого наиболее ценным и значимым является уважение, доверие и поддержка своих сограждан. 1,5 миллиона квадратных метров жилой площади построено в Башкортостане. Тоже очень неплохо. Рост экономики и состояние социальной сферы значительно выше среднего по стране. Вот что было замечательно, Муртаза Губайдулович, вот 20 лет, мы знаем, конечно, друг друга больше, чем 20 лет, но 20 лет мы работали рука об руку. И я вот подумал, как вот исключительно человек думает о своем народе, о людях, которые его избрали. И у тебя, конечно, на первом плане всегда была позиция социальной защиты граждан. Муртаза Губайдулович, хочу сказать вам большое спасибо за вашу замечательную вот эту программу, которая называется «Свой дом». Вот. Благодаря этой программе у меня, у моей семьи появился свой замечательный, прекрасный дом. Я хочу от имени всех жителей села Шамонина, от себя лично выразить огромную-преогромную благодарность Муртазе Губайдуловичу за то, что я вот в таком прекрасном месте получила свой дом и проживаю в нем. Я почитал по благотворительности, которую он ведет. Честно говоря, я восхищен просто. Я знаю, что такое благотворительность в нашей стране, вот, особенно олигархов. Вот. Поэтому я восхищен, что он сейчас делает. Муртаза Губайдулович – это известная личность не только в нашей республике, но и за его пределами. Свой авторитет, уважительное, почтительное отношение политиков федерального, международного уровня он завоевал благодаря своему труду. За годы его правления удалось практически улучшить материально-техническую базу очень большого количества учреждений здравоохранения. Это не было единично. Вот один из примеров – это регулярное ежегодное проведение выездных заседаний Госсовета Республики по вопросам здравоохранения. Практически с нуля заново была создана санаторно-курортная система. Все практически санаторно-курортные учреждения и взрослые дети приведены были в соответствии с современными требованиями. Сейчас они работают эффективно. Муртаза Губайдулович, он политик, стратег. Я бы сказала, что вот он дальновидный. Одним из первых Российской Федерации им было уделено внимание проблеме охраны материнства и детства. Практически создание на функциональной основе организации работы перинатальных центров, создание на Гафурии республиканского перинатального центра со всеми структурными подразделениями. Впервые была создана лаборатория экстракорпорального оплодотворения для семей с бесплодием. Младенческая смертность снизилась, и перинатальная тоже. Практически уменьшились показатели материнской смертности. И несмотря на то, что он ушел на заслуженный отдых, зная проблему общества, пути их решения, в должности председателя Совета благотворительного фонда «Урал» он продолжает перед Советом ставить вопросы поддержки социальных объектов. 20 лет на службе республики – это действительно эпоха. С уходом с поста президента республики эпоха Рахимова продолжается в добрых деяниях основанного и руководимого им благотворительного фонда «Урал». Из 7 направлений деятельности фонда одним из приоритетных является здравоохранение. Многие медицинские учреждения республики ощутили реальную поддержку фонда «Урал».
Только за последние 3 года на ремонт, реконструкцию, приобретение современного медицинского оборудования фондом пожертвовано более миллиарда рублей. Например, Уфимский институт глазных болезней в 2013 году приобрел новейшее медицинское оборудование мирового уровня. Уникальный ангиографический комплекс приобретен клиникой медицинского университета, полностью оснащен современным медицинским оборудованием, операционный блок 18-й городской клинической больницы. Республиканский госпиталь ветеранов войн совсем недавно приобрел целый ряд новейшего медицинского оборудования. Список благородных деяний фонда «Урал» можно долго перечислять. Буквально за 2 года фондом «Урал» Республиканскому клиническому госпиталю оказана помощь благотворительная более чем на 120 миллионов рублей. Такие помощи, безусловно, мы будем оказывали. А в целом для нас, для благотворительного фонда «Урал», приоритетно это оказание помощи в здравоохранении. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья. Спасибо вам за все. С юбилеем, Муртаза Губайдулович! Хотим от души поздравить Муртазу Губайдуловича. Я бы сказал, это человек, который влюблен в жизнь и который создает и творит такие чудеса на сегодняшний день, потому что, имея такую операционную, мы на сегодняшний день можем оказывать нашим больным любую медицинскую помощь на высоком уровне. Поздравляем! Вот ветеранов. Спасибо. Муртаза Губайдулович всегда с большим уважением относился и относится до сих пор к ветеранам Великой Отечественной войны и вообще ветеранам. В этом отношении, я думаю, что, так сказать, многим руководителям надо брать пример. Меня восхищает отношение Муртазы Губайдуловича Рахимова по отношению к пожилым, людям с ограниченными возможностями здоровья и ныне работающим во благо наших людей. Я знаю, что нашему региону Благовещенскому много очень хороших дел сделали. Где бы мы ни были, на каких мероприятиях, я всегда слышу, что спонсор у нас благотворительный фонд «Урал». Большое вам спасибо. В 2012 году 3 спортсмена-фехтовальщика в составе сборной России участвовали на Паралимпийских играх в Лондоне и заняли 2-е и 3-е место на чемпионате мира. Конечно, это благодаря поддержке благотворительного фонда «Урал». В течение 2012-2013 года был приобретен спортивный инвентарь, спортивные коляски. Уважаемый Муртаза Губайдулович, поздравляем вас с юбилеем, желаем вам счастья, здоровья, успехов в труде. Поздравляем! Искренне желаю здоровья, долголетия Муртазе Губайдуловичу Рахимову и его коллективу фонда «Урал». Я очень рад, что там собрались люди, которые с пониманием относятся к проблематике инвалидности. Ведь не только нам помогают, они очень много дел делают. Просто восхищает нас. И когда я говорю о том, что есть в Башкирии такая поддержка, мне завидуют по-хорошему. Это человек, который действительно болел за всех людей в республике. С юбилеем вас, Муртаза Губайдулович. Мы любим вас, мы с вами. Это человек неординарный, его авторитет заслуженный, и все граждане его помнят, уважают и, конечно же, поздравляют с его юбилеем. С юбилеем, Муртаза Губайдулович! Илдар Гимаев хоккей командасы исеменнән күркәм юбилей белән котлыйбыз. Тыныч тормыш, озын гомер, сәламәтлек, бары шатлыктар. Благотворительный фонд «Урал» капитально отремонтировал школу, участковую больницу, хоккейную коробку сделали. Прекрасно дети катаются, играют в хоккей. Уважаемые аитовцы, уважаемые болельщики, мы сегодня с вами собрались на хоккейный турнир, посвященный юбилею Муртазы Губайдуловича Рахимова. Благодаря поддержке фонда «Урала» 1000 мальчишек ежегодно получают возможность заниматься любимым видом спорта – хоккеем. И в целом по всей республике фонд «Урал» оказывает огромную поддержку. Ежегодно вручается комплект вот этих хоккейных форм. Ваш вклад в развитие и становление Республики Башкортостан огромен и неоценим. Вы делали и делаете добро. Берегите себя, вы нам нужны и мы вас любим. Туган кем булгач, җырсыз буламыни инде. Туган янның бармы нары безнең күңелдә. Җырлыйм әле, җырлыйм мәңге, җырлыйм бүгендә. Туган янның бармы нары безнең күңелдә. Җырлыйм әле, җырлыйм мәңге, җырлыйм бүгендә.
Есть школа-больница, значит, село будет жить. Чувашского народа пожелали здоровья, семейного благополучия и чтоб счастье общее. Вот эти вот годы, которые мы работали вместе, дают мне право быть среди тех, которые его поздравляют от всей души с 80-летием. Я хочу просто сказать, что это не конец, конечно, жизненного пути. Я и по себе знаю, но я рад, что он работоспособен, я рад, что он здоров. Я хочу ему пожелать самого-самого доброго. Всегда люди познаются в беде. Пока они наверху, пока они, значит, там занимают какое-то положение, пока они богатые, к ним все отношения очень хорошие. Как только все это уходит, меняются отношения. Вот кто в это время поддерживает, тот настоящий друг. Вот я считаю, что он как раз и вот остался в моей памяти, да не только памяти, я его все время помню. Это человек, который никогда не предавал меня. Никогда. Приятные у меня впечатления остались по строительству водохранилищ в Башкирии. Юмагузинское водохранилище. В Зенчурах были построены ряд водохранилищ. В Зилаирском районе, Базаулок, это великолепное сооружение. В Куиргазинском районе. А если взять Туймазинское водохранилище, ведь туймазинские жители все время пили жесткую воду. Сегодня у них хороший показатель по санитарным нормам. Мы были в районе Юмагузинского водохранилища. Это очень сложный объект. Не каждому региону удается построить подобный объект, тем более в постсоветское время, потому что это сложнейшая процедура согласования. И несмотря на то, что некоторые скептики, критики негативно оценивали этот объект поначалу, но сейчас все убедились, что это крайне нужно и необходимое. Он создает определенную ауру, атмосферу для развития этнокультурного, историко-патриотического, скажем так, вот это, развития нашего и поддержания нашего наследия. Могу просто признаться и сказать, с кем бы я ни разговаривал, когда узнают, что из Башкирии, все равно начинает разговор с Рахимовым. Я могу честно признаться, мне приятно сказать, что это мой учитель. И могу даже признаться, слишком строгий учитель, но, наверное, с нами, строителями, по-другому нельзя. Благодаря тому, что мы друг друга понимали, наверное, получился такой аэропорт за 9 месяцев, мы его тогда построили. Ледовая арена, ну, я думаю, что это радость для всех жителей. Это тот показатель, который позволяет оценивать, что занимался этим вопросом или занимались этим вопросом под руководством человека, который технически грамотный, технически подготовленный, с опытом, ну, который мог там принимать такие вот, ну, наверное, даже нестандартные решения, потому что за 1,5 года построить ледовую арену, и ледовую арену нужно было подготовить 27 августа к чемпионату мира среди юниоров. Ответственным все равно оставался президент. А по тем объектам, которые мы с ним обсуждали и строили, я могу только сказать одно. Во-первых, он учитель. Во-вторых, он руководитель, который смог нас мобилизовать. Брались и делали. Ведь вот эта 26-я школа на спуске в Нижегородку, да, когда мы первый раз посетили в марте эту школу, посмотрели старую школу. На самом деле аварийная была школа, было принято решение, за 6 месяцев до 1 сентября было принято решение построить школу, кирпичную школу на 850 мест. Нормальный строитель никогда не согласился с этим. Ну, согласились, и 1 сентября школа была введена, и он приехал сам, принял эту школу. В общем-то, я понимаю, весь этот период был такой скрупулезный контроль с его стороны. Но в то же время, когда он прошел по школе, посетил столовую, техническое помещение, вышел и говорит, ведь доделали. Это было его отношением ко всему, что делается. Дорогой Муртаза Губайдулович, перед вами дети, которые ровно 9 лет назад практически открывали эту школу. Они пришли в 1 класс в эту школу
когда еще фактически на пустыре вот этого места, где сейчас мы находимся, ничего не было. И вот ровно 9 лет назад вы приехали сюда, на это место, посмотрели и сказали, что новой школе быть. Очень хорошая школа, между прочим. Тут мне все нравится, тут уже 9 лет. Спасибо вам, то, что вы построили эту школу. С днем рождения вас! С днем рождения! Поздравляем! Мы, жители деревни Габдюкова, хотим сказать спасибо первому президенту нашей республики Муртазу Губайдуловичу Рахимову, потому что благодаря его заслуге, благодаря его стараниям у нас построена такая прекрасная школа. Есть вода, провели телефон, установили телебашню, смотрим спутниковое телевидение. У нас сейчас такая перспектива есть. Мы не собираемся уезжать, мы собираемся жить здесь. Раньше мы ходили за водой далеко очень. Винзер. А сейчас у нас есть колонка. Вот как хорошо стало, что мост у нас появился уже 8-й год. Мы ходим по этому мосту. А раньше добирались кто на лодках, кто на чем. Тяжело было. Муртаза Губайдулович 7 раз сам приезжал сюда, контролировал, как строят мост, как строили школу, как строили дорогу. 7 раз он приезжал. В 2013 году в апреле нас вот затопило, вода поднялась 2 метра до окна. Вот, выше нас было во дворе только. Скотина погибла, 5 коров. Мебель осталась под водой. После наводнения первым отозвался Муртаза Губайдулович. Мы ему очень благодарны. Он выделил нам несколько миллионов на нашу только деревню. Он раньше к нам несколько раз приезжал. Мы его очень уважаем, любим. Поздравляю его с днем рождения. Долгих лет жизни. От себя, от имени всего села, от жителей Габдюкова большое спасибо, большой поклон. Мы очень благодарны нашему первому президенту. Желаем ему здоровья, счастья и долгих лет жизни. И с днем рождения, с юбилеем, Муртаза Губайдулович. Муртаза Губайдулович – это историческая личность. Народы Башкортостана вписали его в историю не только нашей республики, но и всего государства российского. За 2 десятилетия, во главе которой он стоял в республике, под его командой, было многое сделано в плане процветания нашей республики, ее укрепления, ее самодостаточности. Столько, сколько было сделано Муртазой Губайдуловичем, в 2 словах описать сложно. До сих пор ветераны, сотрудники органов внутренних дел продолжают благодарить Муртазу Губайдуловича, благотворительный фонд «Урал», за ту помощь, которую он оказывает в области медицины. Была оказана материальная помощь в плане строительства здания госпиталя медсанчасти МВД Республики. Я от имени всех ветеранов Министерства внутренних дел от души поздравляю вас с юбилеем, с днем рождения. Желаю вам здоровья, еще раз здоровья и долгих лет жизни. Приоритетом нашим является воспитание молодого поколения, работа с детьми. У нас открыта детская юношеская школа, которая работает уже 1,5 года при поддержке благотворительного фонда «Урал». Уже есть неплохие результаты. Мы нашли талантливых детей, которые реализовали себя именно в мотоспорте. Хотел бы поздравить Муртазу Губайдуловича с днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья, долгих лет жизни. Мы работаем на благо нашей республики, которой Муртаза Губайдулович посвятил всю свою жизнь. Мы надеемся, что наша работа доставит ему большое удовлетворение. Работа с детьми. Мы постараемся вырастить достойное поколение новых спортсменов и просто людей. В республике нашли столь необходимую золотую середину подхода к развитию национальных культур и языков разных народов.
отметил Путин в своем выступлении, посвященном 450-летию добровольного вхождения Башкирии в состав России. Я помню с самого начала, еще когда Муртаза Губайдулович работал на заводе, и только ему предложили в Верховный Совет идти, я этот момент и тоже помню. И тогда в Башкортостане, я обращаю внимание, что одним из первых начали разработку программы «Народы Башкортостана». Это в начале 90-х годов. Именно эту программу я положил в основу разработки концепции государственной национальной политики Российской Федерации. Он подписал указ о создании Ассамблеи народа Башкортостана. Я был на съезде народа Башкортостана, и я получил огромное удовольствие. Каково было участие людей, как они представляли свои костюмы, как они представляли свои танцы. Я получил удовольствие от общения между президентом республики и представителями этих национальностей, которые проживают в Башкортостане. Я от всей души поздравляю вас с вашим юбилеем. Сам по национальности чувашем. Я родился в башкирской деревне. Наша деревня смешанная. Живем в дружбе и хорошо. Вот эту нашу спаянность отразить в музыкальном виде. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Сары сандуғашты тайым тілін неше күн тайым, бірге ердік бірге үстік жуны неше күн тайым. Сандуғаш күгәршіні гүлләр үскен күрәмсің, сандуғаш күгәршіні гүлләр үскен күрәмсің. Казалова Виктория, поцелуешь разве сорок? Я пришел, чтобы нема підманула, підвела. Ты же меня підманула, ты же меня підвела, ты же меня молодого з ума разом звела. Yoldaş velik bağın alza çodran perleliktina, yoldaş velik bağın alza çodran perleliktina, çodran perleliktina, gıl ömreş perle illina, çodran perleliktina, gıl ömreş perle illina. Уруахим, уруахим белев самых, уруахим белев самых, уруахим белев самых, уруахим белев самых, уруахим, уруахим белев самия. Шымыржыват, шымыржыват, шымыржыват маншия, әпкевеніп, әпкевеніп, әпкевеніп шымырва. Мен жынға сағыни пақымастын маншия, әпкевеніп, әпкевеніп шымырва. Әйді әлі, әйді әлі, әйді бейек әлі, әйді әлі, әйді әлі, әйді бейек әлі. Уйнап көліп, ерлап бейіп, көңіл асайық әлі. Уйнап көліп, ерлап бейіп, көңіл асайық әлі. Әстіңәрдейім, 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 әстіңәрдейім. Люди, которые живут в Башкирии, могут творить чудеса. В Башкирии, как в капле воды, если уже говорить о дожде, отражается вся наша Россия. С ее многообразием культуры, религий, языков, с дружбой народов. Я вас искренне от всей души поздравляю с этим. Мы все будем брать с вас пример и будем дорожить. Башкортостан, Рахимов – это очень важные категории современного российского общества. Башкортостан, Рахимов – это очень знаковые явления современного российского общества. И важно сохранить то, что сделано. Международный Аксаковский фонд – это уникальная общественная организация. Вот этот фонд оказался в нужное время, в нужном месте и поддержан людьми, руководителями президента Башкортостана Рахимова, который
Я знаю, мне приходилось с ним встречаться очень часто. Я знаю, очень всегда с любовью и со вниманием относился именно к работе этого фонда, как и ко всем другим, я знаю, общественным организациям, которые действуют на территории республики. Потому что это человек, который прекрасно знает, что именно в согласии, в дружбе народов, которые населяют нашу Россию и Республику Башкортостан, только в единстве этих народов, в согласии, может республика добиться хороших результатов, что мы и видим на сегодняшний день, да и на протяжении многих десятилетий, которые возглавлял президент Рахимов. По национальному составу Башкортостан, я должен сказать, в более сложном положении в этой части. Я часто об этом говорил, я говорю, когда возникали вот эти вопросы и взаимоотношения, ведь Башкортостана основное, значит, государствообразующие нации, это башкирский народ, русский, татарский народы. Я не умаляю значения остальных народов, республика многонациональная. Надо было находить ответы на все вопросы уже в условиях демократического развития. И не считаю, что это очень легкий вопрос. И вчера, да, я даже скажу, и сегодня. Но тем не менее, на нормальное русло выведены эти вопросы. Дорогой мой друг Муртаза Губайдулович, вы отмечаете свой юбилей. Это праздник, с одной стороны, мудрости, а с другой стороны, отсчета перед тем народом, с кем мы работали, трудились, где оставляли свой собственный след. А след – это память, это в конечном счете тот итог жизненного пути, который мы проходим. Здоровья вашей семье! С юбилеем! Поздравляем! Образование и культура находились под пристальным вниманием первого президента Муртазы Рахимова. В тяжелые годы реформ в республике не закрылся ни один театр. Наоборот, появились новые творческие коллективы, отстроены новые дворцы, учреждения культуры. Практически не осталось ни одного районного центра и крупного села, где бы не был открыт современный дворец или дом культуры. И сегодня Муртаза Губайдулович продолжает эту благородную работу. Возглавляемый им благотворительный фонд «Урал» поддерживает сферу культуры и искусства. Муртаза Алатай, мин хәзер сын күңелдән юбилейгез менән котлаем. С днем рождения вас! Огромного человеческого счастья! И выражаю вам большую благодарность в помощи и поддержке нашего образования. Муртаза Губайдулович, с юбилеем вас! Спасибо за поддержку студентов и всей молодежи. С юбилеем вас, долгих лет вам! От всего студенческого сообщества хотелось бы поздравить вас с 80-летним юбилеем. Спасибо большое вам за приобретенное современное спортивное оборудование, где студенты могут активно заниматься спортом, здоровым образом жизни, физической культурой, чтобы вырасти в нормальных, сильных, крепких специалистов. Я бы хотел, чтобы он оставался навсегда таким, как он есть, здоровым, умницей большой, красивым мужиком. В общем, пусть навсегда остается вот как он есть, и мы будем только радоваться ему. И я с удовольствием от всей души поздравляю тебя с 80-летием. Дай Бог многим дожить до этого и гордиться тем, что сделал за эти годы служения народу. Я хотел бы с особой теплотой вспомнить те годы, 20 лет возглавлял республику, создавал практически республику. Это Муртаза Губайдулович Рахимов, его вклад в развитие этноконфессионального, духовно-культурного, историко-патриотического наследия нашего региона. Мы сами убедились в этом, что начиная с Киньябизова, где создан и не только музей, там создана вся инфраструктура, благодаря которой, в принципе, деревня и осталась жить, и она сейчас имеет определенные перспективы, положительные перспективы. В 2006 году нашим президентом Муртазой Губайдуловичем Рахимовым год был
объявлен годом родословной, я со своей семьей решил заняться восстановлением родословной. То, что мы потомки Кинзи Арсланова, мы знали с детства, со слов бабушек, прабабушек. То, что мы потомки Баксакбея, я не знал. Принял решение для себя, что надо это место привести в порядок. Сегодня мы с младшим сыном Тимуром вас поздравляем с днем рождения. Решили поздравить именно на территории Ласточкиного гнезда, которая находится над плотиной Юмагузинского водохранилища, которое строили вы, Муртаза Губайдулович, которая очень значимая роль играет для республики. Именно под плотиной водохранилища мы построили туристическую базу «Башкирская деревня». Юмагузинское водохранилище – одно из самых красивейших мест нашей республики, куда приезжают и будут приезжать туристы. Уважаемый Муртаза Губайдулович, хоккейная команда «Салават Юлаев» поздравляет вас с юбилеем. Спасибо вам за ту большую поддержку, которую вы оказываете хоккею, нашей команде, нашему клубу. Хотим пожелать вам крепкого здоровья, успехов во всем, достижении целей. И болейте за нас всегда. С днем рождения! Уважаемые любители хоккея Башкирии, все спортсмены, которые занимаются хоккеем, чтобы команда ваша Салават Юлаев доставляла всем только радость. Я поздравляю первого президента Башкирии, который очень много уделял вниманию развитию спорта вообще в республике, но в том числе и хоккею. Это благодаря ему так высоко поднялась команда Салават Юлаев. Уважаемый Муртаза Губайдулович, поздравляем вас с юбилеем. Большое спасибо за тот неоценимый вклад и поддержку, которую вы оказываете хоккею и нашей команде. Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия, достижения целей. И всегда болейте за нас. С днем рождения! И я рад, как президент Федерации хоккея, сказать, что действительно в Башкортостане уделяет большое внимание развитию хоккея. Строятся площадки, строятся стадионы. У вас есть хорошие команды, которые играют и в континентальной хоккейной лиге, и на чемпионате женской команды прекрасно выступают. Поэтому есть кого брать пример. Уважаемый Муртаза Губайдулович. Команда «Агидель» поздравляет вас с юбилеем. Спасибо вам за огромную поддержку, благодаря которой появилась наша команда. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех ваших делах. Наши победы – ваши победы. Спасибо за Агидель. С днем рождения, Муртаза Губайдулович! Вся система хоккейного клуба «Салават Юлаев», а это более 1000 человек, работающих на благо нашей республики в спорте высших достижений. Это имиджевая ниша, где наша республика представлена на самых высших уровнях не только российского, но и мирового спорта. Поздравляем Муртазу Губайдуловича с его большим, серьезным юбилеем. И хотим сказать, что тот чемпионский задор, который Салават Юлаев получил, начиная с 2007-2008 года, в сезоне 2010-2011 года, он свойственен как раз Муртазе Губайдуловичу как чемпиону по характеру, как человеку, который всегда старался быть первым и всегда брал на себя ответственность в самые тяжелые, в самые нужные и необходимые для этого отрезки времени. Спасибо фонду «Урал» за то, что у нас сегодня есть вся вертикаль хоккея высших достижений. Хотел бы сказать особенно слова благодарности созданию юношеской хоккейной лиги Республики Башкортостан, где на сегодняшний день играет 41 команда. Создание детской хоккейной лиги, где играют у нас сегодня дети. 25 команд на естественном льду и 21 команда на искусственном льду. То, что именно на сегодняшний день было выделено 1300 комплектов формы и передано для мальчишкам, чтобы играли они в хоккей, занимались этим любимым видом спорта. Спасибо за арену. Спасибо за арену. Спасибо за арену. А как школа? Арена-то ладно, а школа как? Нормально. Тройки, четверки, пятерки. Спасибо! Спасибо!
Уважаемый Муртаза Губайдулович, от имени тренерского штаба разрешите выразить признательность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете команде «Торос», поблагодарить за все то, что вы делаете для башкирского хоккея. Конечно, в чемпионстве «Тороса» ваша большая заслуга. Мы всегда чувствуем вашу поддержку, и мы знаем, что весь Башкортостан вместе с вами болеет за нас. Мы вам желаем огромного здоровья, и только вместе мы победим. Уважаемый Муртаза Губайдулович, разрешите от лица нашего дружного коллектива команды «Торос» и в первую очередь от себя поздравить вас с юбилеем, пожелать долгих лет жизни, ну и всего самого наилучшего. Спасибо вам за то, что вы делаете для спорта в Башкирии и для хоккея. Мы это очень ценим. Более 20 лет продолжалось наше сотрудничество во имя сохранения мира и согласия на земле Башкортостана. Одним из величайших деяний этого многоуважаемого и достойнейшего человека и вот эта мечеть, комплекс мечети Ляля-Тюльпан. Всего 16 мечетей было в Башкортостане 30 лет тому назад. Сейчас уже 1200. Огромен вклад Муртазы Губайдуловича в духовно-нравственное возрождение республики. Оно продолжается и по сегодняшний день. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, кому Всевышний дает долголетие, это благо его. И чем больше он живет, чем больше праведных, благих дел. И ради Бога, людям, чем больше он помогает, тем благословеннее и праведнее его жизнь. Прошедший 80-летний путь, жизненный путь в служении народу и отчизне человек – и дальше, несомненно, по мере своих сил, и словом, и делом, несомненно, будет продолжать это дело. Мы никогда не должны забывать. «Ман лям яшкуринна салям яшкурилля». Кто не будет благодарным людям, тот не будет благодарным и Богу, говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Многих-многих лет благословенной жизни, доброго здоровья, радости каждый день. Одним из крупнейших проектов фонда «Урал» стало строительство соборной мечети в Уфе. Она станет одной из самых больших в Европе. Несомненно, это архитектурное сооружение будет украшением и визитной карточкой столицы республики. Уважаемый Муртаза Губайдулович, мы вас от всей души поздравляем с днем рождения, от всех строителей. Я думаю, что к этому поздравлению присоединятся мусульмане всей республики. От души поздравляем, здоровья вам. Я думаю, что под вашим чутким контролем мы построим еще не один серьезный, хороший объект. Мы с вами сейчас находимся в главном кафедральном соборном храме Рождества Богородицы города Уфы, который восстанавливался по указу как раз первого президента нашей республики Муртазы Губайдуловича Рахимова. Восстанавливал по его указу Урал Муртазович, будучи на этом посту, помогал. И сейчас он помогает восстанавливать и строить не только мечети, но и православные храмы. На сегодняшний день фонд «Урал», который он возглавляет, восстанавливает и строит 17 только наших православных храмов. Я уже не говорю о других культовых сооружениях, других традиционных религиозных объединений в нашей республике. Дела наших рук все-таки они останутся, во-первых, первым образом для Бога, а вторым образом для людей. Он первый президент, он первый начинал эту тяжелейшую работу, поднимал нашу республику с колен. И хотелось бы от лица наших православных верующих, как благодарность за его труды, поздравить его с этим юбилеем. Память, которую он сейчас оставляет после себя, она никогда, конечно, в людях не забудется. Уважаемый Муртаза Губайдулович, мы молимся за вас. Дай Бог вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы вы трудились и приносили пользу на радость людям.
О нем можно много говорить. Колоссальное трудолюбие. Работоспособность страшная у него, конечно. И еще раз говорю, вот подбирать и расстанавливать кадры. Я хотел бы ему пожелать крепкого здоровья, сохранить такую же энергию, чтобы успешно выполнить все благотворительные его проекты, которые направлены на улучшение социальной жизни жителей Республики Башкортостан. Никогда не был в отпуске. Я каждую субботу, воскресенье всегда ездил по районам, по селам. Я и на заводе мало бывал в отпуске, когда был главным инженером, директором. По-моему, за всю жизнь один раз только съездил в санаторий с женой. А так все время на работе. Человек привыкает же. Мы, Муртаза Губайдуловичем, друзья по жизни. Мы продолжаем дружить, оставаться, как говорится, братьями. Я хочу пожелать ему долголетия, его семье, Луизе Галимовне, родным и близким. Я, Муртаза Губайдуловичу, это не только мое мнение, и Сакина Шакировна, моя супруга, говорит, это статный президент, типичным лицом своего народа, но интернациональным взглядом. Он такой, какой есть, он искренен, он не лукавит. Его надо воспринимать таким, какой он есть. Но это говорит о масштабности человека, о том, что заложено и на генном уровне, и народ ему доверял свою судьбу в самое сложное время. Муртаза Губайдулович может этим гордиться и быть спокойным, что Башкортостан – это такая республика с таким народом, любящим себя, любящим других, любящим трудиться, он обречен на успех. Подлинную оценку выдающимся личностям дает само время. Первый президент Республики Башкортостан поистине народный президент. Муртаза Рахимов действительно символ эпохи. 20 лет служения родной республике и ее многонациональному народу – это поистине серьезное испытание временем и ответственностью. Верой и правдой служил он своему народу. Его созидательный курс и сегодня продолжается в добрых деяниях благотворительного фонда «Урал», который работает на благо республики, на благо ее многонационального народа. На сегодняшний день фонд «Урал» оказал финансовую помощь по 7 направлениям на сумму свыше 22 миллиардов рублей, выплатил налогов в бюджет около 17 миллиардов рублей. В целом есть возможность помочь. Ну почему не помочь, если есть возможность? И сегодня действительно фонд проводит очень большую работу в решении многих вопросов. Так, идет очень много обращений. Потом надо сказать, что это единственный фонд такой у нашей в Российской Федерации. Даже Медведев, когда награждал, удивился. Говорит, мы даже не знали, что деньги от акций остались у вас. Хотя много сегодня спекулируют. Деньги украли, утащили, воровское. Мне непонятно. Тем не менее, каждый год мы почти на 5 миллиардов рублей делаем благотворительные мероприятия. И в то же время не надо забывать, что мы и крупные налогоплательщики. Почти более миллиарда налогов платим. Ведь для людей делается. Сегодня большую работу проводим по реконструкции госпиталя для ветеранов. Это тоже большая работа. Так? Мечети помогаем, церковь помогаем, ветеранам помогаем, афганцам. То есть помощь разносторонняя, и мотогонщиков, всем, и хоккеистам, и спорта, и детский спорт развиваем. Это же для людей.
как у нас в России говорят, где родился, там и пригодился. Я думаю, я с полным основанием могу сказать, что я действительно пригодился для Башкирстана, для Башкирии. И вся жизнь у меня прошла в Башкирии.